Куда утекает газ, поставляемый в Ингушетию? А если быть точнее, почти 50%. Этот вопрос мучает представителей «Газпрома» не первый месяц. Чтобы разобраться с проблемой, поставщик запустил спецпроекты. Первыми под них попали жители двух ингушских сел – Кантышево и Далаково. В каждом доме бесплатно установили счетчики нового типа, которые автоматически ежесуточно передают показания в офис компании. Мы действительно хотим понять, что происходит, откуда такие потери газа, и как навести порядок здесь. Поэтому, будем говорить честно, мы не отстанем от вас, потому что мы просим вас помочь нам навести порядок с газопотреблением. Никто никогда никакой лишней копейки с вас брать не будет. Даже если какие-то случаи есть перерасчетов или каких-то проблем, мы все их рассматриваем. Давайте говорить объективно. Никто не даст бесплатно пользоваться газом. В зале Дома культуры на сход пришли именно те, кто и не пользуется голубым топливом бесплатно. Возмущенные жители не понимают, почему им отключают ежедневно газ, когда у некоторых не просто оплачены все счета, а переплачены. Вы говорите, что где-то газ куда-то уходит. Вы не ищите его здесь. Эти крестьяне, пенсионеры, они все платят. Вы не думайте, что мы не платили. Мы народ, ингуши, очень лояльны к власти. Мы делаем все, что нам говорят. Мы деньги платим. Но деньги куда-то уходят. Вы ищите в конторах у себя там. Владимир Карпейчик знает о таких случаях. Недобросовестные контролеры просто присваивают себе средства, которые потребители передают им в счет оплаты. В итоге налог уходит в карман посредника, а долг никуда не девается. Мы можем вообще избавиться от контролеров. Они нам не нужны. Вот в этой ситуации, мы когда установим счетчики телеметрии, нам достаточно будет там в какой-то период вас не тревожит, когда они стоят на улице, пройти и сверить, что вы платите, как вы говорите. И никто к вам, кроме иногда проверки состояния оборудования, а это уже безопасность ваша, и вы должны требовать, чтобы они приходили вовремя, больше никто не придет. Это и есть наша цель. Кстати, проверка состояния оборудования или, проще говоря, инвентаризация в первую очередь необходима для самих потребителей. Неправильная эксплуатация газового оборудования привела к тому, что регион на втором месте по ЧС бытового характера. Компании теперь будут предприниматься жесткие меры по отношению к неплательщикам, и отсоединение от сетей самое меньшее из этих мер. Неоплата за пользование ресурсами – тоже хищение, а за воровство по УК РФ следует наказание. Но неплательщиков в зале нет, здесь только те, кто исправно копит квитанции об оплате. Пломбу мне поставили 26 октября. Сентябрь, октябрь я заплатил, как обычно не оплатил, понимаете? А никто с вас не будет Нет, я понимаю, я заплатил. Сейчас у меня этот счетчик, допустим, выбил 6 тысяч кубов. Акт мне поставили по нулям счетчик. Вот она пришла, у меня там было уже, на счетчике я имею в виду. Мне теперь что, по счетчику платить или что делать теперь? Номер договора и имя абонента Владимир Карпейчик записал, чтобы лично разобраться в проблеме мужчины. Педагоги и врачи, работающие в Кантышево и Далаково, включены в программу сельских специалистов, которые получают определенные льготы. Сохраняются льготы для, допустим, многодетных семей, учителей, скажем, репрессированных в связи с вашими новыми мероприятиями. Какие они, если вам не трудно, объясните, пожалуйста, буквально на пальцах, как они вообще, как это возможно. Льготы есть почти у половины населения обоих сел. Но мало кто знает, что попадает под эту категорию. Каждый житель, пользующийся льготом, должен определиться и написать заявление, получить свою льготу. Эти льготные деньги их газовой службы не касаются. Они просто их одним потоком получают через центры занятости. Туда представляются списки, перечисляются деньги, и эти деньги идут на них. Единственное, что каждый житель, кто пользуется газом, если он льготник, надо оформить свой льгот, написать заявление, определиться, какие льготы ему положены. У тех, у кого были переплаты по льготам в предыдущую организацию газового поставщика, Межрегионгаз-Пятигорск, все они зачтены. И любые переплаты, кто когда-то делал, где-то ошибся, где-то переначисления какие-то были, все до копейки.
Владимир Карпейчик заверил жителей, что у «Газпрома» нет намерения начислять людям лишние долги и проценты. Главная проблема – погасить имеющуюся задолженность. Как только в Кантышево и Далаково будут обнаружены очаги утечки топлива, по этой же системе начнется работа и во всем Назрановском районе. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24.